Бәріне сәлем, на связи Айнаш. Сегодня наш третий урок. Сегодня мы будем проходить казахский на слух. Будем практиковать аудирование. Давайте здесь расскажем про трудности отсутствия практики аудирования. Что нам мешает? Без практики аудирования вы не воспринимаете речь в реальных ситуациях. Плохая адаптация именно акценту, либо же темп речи. Также ограниченный словарный запас. Например, во время аудирования вы слышите новые слова и запоминаете. А тут и также вы слышите выражение, как выражается, интонация, также проблемы общения. Например, без аудирования вы не понимаете носителя языка. Ну а прежде напомню о себе. Меня зовут Айнаш. Я преподаватель с 8-летним стажем. Мои ученики изучают разных городов мира. Обучила более 500 учеников. По моему курсу мои ученики заговорили за 2 месяца казахского языка. На многолетнем опыте я создала свой уникальный курс, который составляет по 4 направлениям. Это грамматика, аудирование, письмо и говорение. Итак, со мной изучаете по фильмам, песням и также подкастам. Сегодня будем изучать новые слова и выражения на тему путешествия. Досмотрите это видео до конца, и вас ждет мини-тест, который мы сегодня проходили на сегодняшний урок. Поэтому обязательно смотрим это видео до конца. Ну а мы приступаем к интересной части нашего урока. Видео поделим по частям и каждый кусочек будем смотреть и также разбирать, что там интересного. Видео называется «Таиланд, суда, турган, купани, мусульман, аула». В переводе, что мусульманская деревня Копани над водой. Копани – суға салынған мұсылмандар ауылы. Аңызға сүйенсек, 18 ғасырда Ява аралынан шыққан балықшылар оңтүстік Таиландқа келіп қоныстанбақ болады. Ява аралынан шыққан балықшылар оңтүстік Таиландта қоныстанбақ болды. В переводе рыбаки с острова Ява собирались переселиться в Южный Таиланд. Қоныстанбақ болды, собрались переселиться. От слова «констану» – переселяться, расположиться. Также мы это слово употребляем, когда наши друзья, возможно, знакомые, покупают новый дом. И мы говорим «констой» – новоселье, или же «констарын құтты болсын» с новосельем. Артқа шегінер жол болмағандықтан келімсектер суға қоныстанады. Артқа шегінер жол болған жоқ. Келімсектер суда қоныстанады. Не было возможности идти назад, иммигранты переселились над водой. Получается, келімсектер, иммигранты. Олар жағаға жақын орналасқан бір жартастың түбін пана етеді. Олар жағаға жақын орналасқан бір жартастың түбін пана етті. Они находят убежище у подножия скалы, расположенной недалеко от берега. Пана етті. Убежище, нашли убежище. Или же здесь больше обозначает приютиться, укрываться. От слова «баспана». Вы, наверное, встречаете часто, в рекламах говорят «баспана», «баспана хит». Вот это «баспана» обозначает жилье, жилище в таком значении. Ауылда дәріхана, мектеп, дүкен, адамға қажеттінің бәрі бар. Ауылда дәріхана, мектеп, дүкен, адамға қажеттінің бәрі бар. В деревне есть аптека, школа, магазин. Все необходимо для людей. В деревне, аулда, тут обратите внимание, на втором, получается, уроке мы с вами проходили сжатый септик местной поддержки. Как раз таки здесь добавляется окончание «да», аулда показывает место в деревне. Қажеттінің бәрі, все необходимое. Бәрі, все. Алғашқы медициналық көмек көрсететін медпункт жұмыс істейді. Алғашқы медициналық көмек көрсететін медпункт жұмыс істейді. Работает медпункт, оказывающий первую медицинскую помощь. Алғашқы медициналық көмек көрсету, первую медицинскую помощь. Жұмыс, работа, істеу, делать. А когда мы говорим жұмыс істеу, то мы уже обозначаем работать.
якобы делать работу. Тіпті зат жеткізу қызметінде жолға қойыпты. Тіпті зат жеткізу қызметінде жолға қойыпты. Даже службу доставки товаров организовали. Қызмет – служба, қызмет ету – служить. Жеткізу – доставить, от слова также можно обозначить как доставка. 2011 жылы тұрғындар мен демеушілер ақша жинап іргесін қалаған. Құрылыс 2011 жылы тұрғындар мен демеушілер ақша жинап іргесін қалаған. В 2011 году жители и спонсоры собрали деньги и заложили фундамент. Тұрғын. Мы часто видим у нас внизу дома, у нас написано «Құрметті тұрғындар». Обозначает, получается, жители. Уважаемые жители. От слова «туру» – жить. Но также не забываем, что «туру» обозначает стоять. Следующее – демеушілер. От слова «демеу» – поддерживать. Значит, демеушілер – это люди, которые нас поддерживают, спонсоры. Также «эрге» – это обозначает фундамент. Итак, теперь пройдем мини-тест. Иммигрант на казахском. А. Қоныстану. Б. Келімсек. В. Күмбез. Подумайте. Иммигрант это будет келімсек. Как можно на казахском сказать «поздравляю с новосельем»? А. Туған күнімен. Б. Жаңа үй. В. Қоныс тойың құтты болсын. Ответ будет В. Қоныс тойың құтты болсын. Следующий вопрос. Жеткізу. Что обозначает? А. Идти. Б. Доставить. В. Рассказать. Правильный ответ – доставить, жеткізу. И последний вопрос – работать. Это, что это обозначает? А. Жұмыс. Б. Жұмыс істеу. В. Істеу. Итак, правильный ответ – жұмыс істеу. Если вам понравилось это видео, мой урок, тогда приглашаю я вас в свой онлайн-курс, который длится 2 месяца, всего лишь 2 месяца, где мы будем осваивать грамматику, аудирование, будем больше слушать, разбирать казахскую речь. Также 2 раза у нас в неделю будет разговорный клуб, где будем больше практиковать, изучать фильмы, песни, подкасты, изучать традиции. И также в конце наших онлайн-курсов я награждаю сертификат. Если вы давно откладывали изучение казахского языка, то самое время пришло начать. Сделайте для себя подарок. У вас есть 48 часов, чтобы воспользоваться классным предложением. Первые 5 человек получат от меня 50% скидки на 2 месяца. Чтобы воспользоваться предложением, напиши мне на WhatsApp, Директ, я тебе отвечу.